Союз европейских футбольных ассоциаций назвал претендентов на звание лучшего игрока сезона 2019-2020. В тройку вошли бельгийский полузащитник английского Манчестер Сити Кевин Де Брюйне, польский нападающий немецкой Баварии Роберт Левандовский и его одноклубник немецкий вратарь Мануэль Нойер. Также УЕФА объявил претендентов на звание лучшего тренера. Ими стали наставник Баварии Ханс Дитер Флик, немец Юрген Клопп, возглавляющий английский Ливерпуль, и главный тренер немецкого Лейпцига Юлиан Нагельсман. Имена победителей будут озвучены во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, которая пройдет 1 октября. Испанские футбольные клубы «Барселона» и «Атлетико» договорились о переходе нападающего Луиса Суареса. Каталонский клуб за трансфер 33-летнего уругвайца получит 6 миллионов евро. Соглашение с футболистом будет рассчитано на 2 сезона. В ближайшее время форвард пройдет медицинское обследование, после чего «Атлетико» официально сообщит о его переходе. Суарес выступал за «Барселону» с 2014 года. В составе каталонцев он стал 4-кратным чемпионом Испании, 4-кратным обладателем Кубка Испании, 2-кратным победителем Суперкубка страны, победителем клубного чемпионата мира и Лиги чемпионов, а также Суперкубка УЕФА. В общей сложности нападающий провел за Барсу 283 матча, в которых забил 198 голов. Новосибирская «Сибирь» со счетом 4-1 победила санкт-петербургский «СКА» в гостевом матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. В составе победителей дубль оформил Юса Пустинин. По одной шайбе забросили Ефим Гуркин, Евгений Чесалин. У хозяев льда отличился Иван Морозов. «СКА» провел матч с самым молодым составом в истории КХЛ. Средний возраст команды на этой игре составил 20 лет и 263 дня. Такие перестановки в составе связаны со случаями заражения коронавирусом среди игроков и представителей тренерского штаба. «СКА» продолжает лидировать в таблице западной конференции, имея в активе 13 очков. «Сибирь» идет 7-й на востоке, набрав 7 пунктов. В следующем матче «СКА» дома сыграет с казанским «Акбарсом», а «Сибирь» на выезде встретится с хельсинским «Йокеритом». Россиянин Андрей Рублев выиграл у американца Томми Пола в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в Гамбурге. Встреча завершилась со счетом 6-1, 3-6, 6-2. В четвертьфинале турнира россиянин сыграет с испанцем Роберто Баутиста Агутом, который в своем матче второго круга победил немца Доминика Кёпфера. 22-летний Рублев располагается на 14-й строке рейтинга ATP. На его счету 4 победы на турнирах под эгидой данной организации. Лучшим результатом россиянина на турнирах серии «Большого шлема» является выход в четвертьфинал. Поединок чемпиона мира по версиям IBF и WBC россиянина Артура Бетербиева и немца Адама Дайнеса состоится 11 декабря в Москве. Бой планировалось провести в середине октября, но он был перенесен из-за травмы россиянина. Изначально Бетербиев должен был провести поединок в марте с китайцем Мэном Фаньлунем. Однако встреча несколько раз переносилась, и Фаньлунь отказался от поединка. В итоге новым соперником россиянина стал Дайнес. В активе 35-летнего Бетербиева 15 побед, все нокаутом и ни одного поражения. На счету 29-летнего Дайнеса 19 побед, из которых 10 он одержал нокаутом, 1 поражение и 1 ничья. Перейдем к событиям якутского спорта. Сборная Северо-Восточного федерального университета приехала в Нижний Новгород на финал проекта «Мини-футбол в вузы» с целью побеждать. Об этом заявил наставник команды Олег Марченко. В данный момент якутские студенты идут на второй строке турнирной таблицы, одержав 3 победы при 1 поражении. Конечно, мы всегда приезжаем выигрывать. Любой руководитель и тренер ставит такие задачи. Но здесь всегда тяжело. Будем стараться побеждать и дальше. В этом сезоне «Заря» не примет участие в пари-матч высшей лиги. Поэтому сборная СВФУ, по сути, осталась единственным якутским коллективом в игровых видах спорта. Наши выступления важны для республики. Постараемся также вернуть на профессиональный уровень «Зарю». Власти дали нам добро на следующий сезон, сказал Марченко. Ирина Даниленко завоевала серебряную медаль чемпионата Южно-федерального округа по бодибилдингу. Соревнования прошли в Краснодаре. Якутянка стала второй в категории «фитнес-модель». Помимо этого, она вошла в число 5 лучших участниц в категории «фитнес-бикини». Это далеко не первые успехи Ирины Даниленко в бодибилдинге. В ее копилке имеются медали разного достоинства, как республиканских, так и всероссийских турниров. Таковы главные спортивные новости к этому часу. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!